Сейчас эфир продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в нашем регионе. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова эпидемиологическая обстановка в республике на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Оценивая санитарно-эпидемиологическую ситуацию за текущие сутки, необходимо обратить внимание, что по данным Управления Роспотребнадзора выявлено 37 новых случаев коронавирусной инфекции. На количестве таких случаев 37, 36, 35 республика находится практически всю последнюю неделю. Для города Якутска характерно стабильные 27-28 случаев. За последние сутки выявлено 27 случаев. Но необходимо обратить внимание, что единичные случаи от 1 до 2 случаев появляются в различного рода районах республики. И сегодня по 2 случая зафиксировано в Кобяйском, Мигино-Кангаласском, Сунтарском, по 1 случаю в Мирнинском, Нюрингринском, Татинском и Усть-Алданских районах. Такое расхождение по единичным случаям в районах говорит об, прежде всего, ситуации, при которой в районах некоторых не соблюдаются нормы, и, соответственно, это приводит к возникновению единичных случаев, которые в последующем влекут и соответствующее распространение инфекции в целом по району. В связи с чем установлены указом главы Республики Саха-Якутия меры санитарно-эпидемиологического благополучия и меры, направленные на ограничение нераспространения новой коронавирусной инфекции, должны достаточно строго соблюдаться. Мы понимаем, что последние 3 дня они были для нас праздничными днями, днями, когда наступила достаточно хорошая температура, погода, и, соответственно, нам очень хотелось, безусловно, общаться, достаточно четко общаться. Тем не менее, проверки, проведенные в праздничные дни, говорят о том, что количество людей, которые с нарушением находились на тех или иных объектах торговли, общепита, достаточно большое. В связи с чем сегодня на оперативном штабе у главы республики поставлена жесткая задача еще раз возобновить проверки для того, чтобы не допускать все-таки достаточно серьезного распространения и идти уже на снижение от количества выявленных случаев. В республику на настоящий момент достаточно хорошими динамичными темпами идет вакцинирование населения. А среди субъектов Российской Федерации Республика Саха-Якутия на 6 марта 2021 года занимала 6-е место среди других субъектов Российской Федерации. На сегодня у нас уже получили вакцину, поступившую в республике, 95,6% от той вакцины, которая в республику поступили. Сейчас приоритет. Вообще получили первую вакцину 53 457 человек. На настоящий момент приоритет вакцинации отдается лицам старшего пожилого поколения, лицам, которые больны хроническими заболеваниями, для того, чтобы все-таки снижать сам по себе уровень течения у них заболеваний при его возникновении. На настоящий момент в республике работает сниженное достаточно серьезное количество коек, и работает койки порядка 500 коек в целом по республике. Мы освободили практически все дополнительные площади, за исключением корпуса в городе Якутске, который принадлежит Федеральному университету, где продолжают лечение амбулаторные больные. Постепенно практически все наши медицинские учреждения возвращаются в режим и в скорость оказания плановой помощи, проходит профилактика и диспансеризация населения. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, впереди школьные каникулы. На них я хочу обратить сегодня особое внимание, потому что тот режим, в котором и то состояние, в котором находились ваши дети в школьных группах и в школьных классах, оно приводило к формированию своего рода коллективного иммунитета. Сейчас, во время школьных каникул, хотим обратить ваше внимание на необходимость нерасширения связей и контактов ребятишек между собой для того, чтобы непосредственно затем заново не начинать историю с формированием иммунитета и, соответственно, не давать распространять инфекцию. Это был брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с информацией об эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Далее эфир продолжим новостями к этому часу и коротко о главных темах.
Служба ранней медицинской помощи открылась в Алданском районе Якутии. Рабочая группа Минтруда и службы занятости проверили программу социальных контрактов в Горном районе. Ну а в селе Юнкюр Алекминского района открыли комнату-музей памяти Михаила Габышева. Врачи рассказали об обследованиях, которые необходимы переболевшим коронавирусом. Следует проверить сердце, легкие, психику и посетить эндокринолога. Миокардит – воспалительный процесс в мышечном слое сердца, который возникает даже после легкой формы инфекции, является одним из самых опасных осложнений COVID-19. Его главными признаками являются слабость, боль в сердце, кашель, отеки, головокружение и одышка. Также одним из самых распространенных последствий коронавируса является гиперкоагуляция. Это склонность к образованию тромбов. Кроме того, COVID-19 может вызывать фиброзные изменения в легких, которые препятствуют воздушному обмену и снижают насыщаемость кислородом. Удаленка перестанет быть обязательной для тех, кому за 65. С 1 апреля перевод граждан старшего поколения становится рекомендательным, а не обязательным, как это было ранее. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, за работающими пенсионерами сохраняется приоритетное право на дистанционную занятость. Однако решение об этом теперь работодатели будут принимать самостоятельно, ориентируясь на ситуацию с коронавирусом. Постановлением также отменяются временные правила по оформлению больничных листов для граждан старшего возраста, которые действовали в период введения карантинных мер. В Якутске 2 дня будут обучать общественных наблюдателей на выборах в Государственную Думу. Спикеры собрались из Москвы, Магадана, Чукотки. Они поделятся опытом с региональными наблюдателями. В первую очередь о том, как помочь провести прозрачные и честные выборы, теория и практика критических ситуаций, основы законодательства и другое. Всего сейчас в наблюдательный корпус набрали 90 координаторов со всей Якутии. До выборов, которые пройдут осенью, их должно быть 5500 человек. Общественным наблюдателем может стать любой желающий. Главное требование – не быть государственным и муниципальным служащим. Также не состоять ни в одной политической партии. Желающие стать экспертом могут подать заявку в Общественную палату республики. В районах – в Общественный совет администрации. Обучение у нас в формате будет вестись именно таком, что это будут теоретические занятия, да, и практические. Будут проблемные ситуации, да, критические ситуации. И каждый наблюдатель, он должен будет на это реагировать. И, конечно, как мы знаем, на выборах много фейковых моментов. Вот, и основная вот работа будет по фейкам, то есть по противодействию фейкам. И, как было сказано, у нас работа независимая. Рабочая группа Министерства труда региона и Управления социальной защиты провела рабочий день в селе Бердигистяк Горного района. Целью поездки стало ознакомление об оказании государственной социальной помощи на основе социального контракта и реализации пилотного проекта «Социальное сопровождение семей». Одной из первых в программе участвует жительница села Бердигистяк Татьяна Ямова, которая открыла швейный цех. Когда я получила деньги по соцконтракту, я сразу начала воплощать свои идеи, свои творческие фантазии. Сейчас заказы идут, работаю. Ознакомились с опытом, да, наших получателей по социальным контрактам. Действительно, здесь очень хорошо идет развитие, да, граждане заинтересованы. Значит, цель – это, конечно же, выход из категории малоимущих, да, и чтобы был у населения, да, постоянный доход и достойный, значит, уровень жизни. В Якутии продолжается работа по организации служб ранней помощи. Так, очередная служба открылась в Алданском районе. Коррекция отклонений, адаптация, методические рекомендации родителям. Первыми пациентами станут малыши, которые придут в садик в новом учебном году. Развивающие игры, игрушки и тренажеры. Чего только нет во вновь открывшемся кабинете детского сада «Светлячок». Эта чудо-комната не просто игровая, это служба ранней помощи семьям. Образованная на базе садика, служба имеет статус районной, и помощь здесь сможет получить любая семья. И эта служба как раз будет направлена на то, чтобы оказать помощь родителям, детям при выявлении каких-либо отклонений в психическом, эмоциональном, социальном
развитию ребенка. Психолого-педагогическая поддержка, коррекция поведения, адаптация в коллективе и содействие родителям в воспитании детей до 3 лет – таковы основные задачи службы ранней помощи. Комплексное оборудование приобретено по программе развития детей до 3,5 лет, а самыми маленькими пациентами службы станут 2-месячные малютки. План уже намечен, так как служба новая, для нас это все тоже неизвестное, мы все это пробуем, учимся. Сначала мы решили сейчас первую работу провести с родителями, которые получат путевки в сентябре в наш детский сад, отработать с ними индивидуально, продиагностировать, посмотреть уровень развития детей. С семьями будут работать педагоги, гигиенисты, психологи и логопеды. Помощь станет оказываться в разных формах – игровой, коллективной и индивидуальной, на дому и в условиях детского сада, а также дистанционно. Работа планируется комплексная, с привлечением врачей-педиатров, реабилитологов и адаптивных педагогов. Департамент образования совместно со всеми образовательными организациями еще в 2009 году начал такую очень значимую работу. Это по раннему выявлению различных деструкций у детей и поддержке таких детей и их родителей в сопровождении по всем видам отклонений. В Якутии службы ранней помощи открываются с 2012 года. В Алданском районе садик «Светлячок» стал первым. В будущем планируется организация аналогичных служб в других детских садах. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. В селе Юнкюр Алекминского района открыли комнату-музей памяти ученого, политического деятеля Якутии, мецената Михаила Габышева. Родом он из Мальжагарского Наслега, потелом Юнкюр. В опорном пункте до сих пор сохранился старый дом, где когда-то жил Михаил Федорович. Там побывала и наш корреспондент Елена Фаст. Подходя к клубу в селе Юнкюр, издалека виден памятник Михаилу Федоровичу Габышеву. Человек известный далеко за пределами республики. Этот памятник долгое время стоял в забытье, пока его не установили здесь. Тогда же родилась идея создать музей памяти известного земляка. А летом мы тут ремонт делали, освещение все сделали. Эти все картины, все эти фотографии мы развешали и пригласили сюда детей. Вот все дети нашей школы тут были. В 2022 году будет 100 лет образования Якутской ССР, Якутии как государства. И допустим, тоже был, учредитель первого съезда. И также он был нарком, земледелия и СССР. Долгое время не было материалов, и здесь огромную помощь оказал Дмитрий Феодосевич Наумов. С Асей Львовной, со всеми работниками музея, с Дмитрием Феодосевичем Наумовым. Как-то он раньше приезжал, но я его как-то всерьез даже не воспринимала. А потом, когда я его там в музее послушала, посмотрела его архивы. Комната оформлена по всем правилам. Картины на стенах – копии знаменитых полотен, безвозмездно переданных именитым земляком республики. Кстати, есть сведения, что даже именно Алекминскому району. Как меценат, который на миллионы долларов, он подарил все картины, которые действительно оригиналы Якутии. И он, Дмитрий Федорович говорит, он хотел в Алекминский район подарить, но вот такие картины держать, должна быть охрана, должна быть все такое. Сейчас идет работа над созданием виртуального музея. Это позволит знакомиться с произведениями искусств, не выезжая. А работа продолжается. Осталось еще много неизвестного, что ждет своего часа. Как фамилия жены Михаила Федоровича девичья, потому что она родилась в Нахтуйске напротив Мачешто село. Дмитрий Феодосевич сказал, что она Малышева. Но я думаю, что он ошибся. Потому что там Малышевых, как-то у Малышевых, это якутская фамилия, где-то наверное, в Тока там. А напротив Мачи там же жили ямщики русские. Но все равно мы ищем, но может быть он там найдет. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Победителей музыкальной премии «Урдел» определили в Якутске. Финал прошел 8 марта в Центре культуры и современного искусства имени Гагарина. По решению жюри лучшей песней была признана «Суолага» в исполнении Валентина Макарова. По результатам народного голосования победу одержала песня «Олахан Таптылым». Номинацией премии «Урдел» становятся исполнители наиболее популярных песен в ротации «Радио Тытим».
Это итог работы. Каждый год мы много трудимся для того, чтобы радовать наших слушателей, зрителей. И я хочу поблагодарить компанию НВК «Саха» тем, что вы даете именно развитие музыкальной индустрии Якутии. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.